Здравствуйте, вы смотрите программу «Мордовский блок новостей», в которой новости жизни Мордовии за февраль 2019 года будет комментировать Мария Валерьевна Пальчикова, вузовский преподаватель, кандидат юридических наук, и Виктор Владимирович Тетерин, банковский юрист, поэт, драматург, кандидат исторических наук, член Союза писателей Москвы. Все правильно? Да. Да. Очень серьезные люди у меня. Виктор Владимирович, вы недавно участвовали в таком торжественном большом всероссийском мероприятии, посвященном поэзии. Расскажите, пожалуйста, об этом и с каким стихотворением вы там выступали. Да, участвовал в мероприятии под названием «Всемирный день поэзии». И не стыжусь этого, да? Да. Мероприятие проходило в арт-кафе «Маска», всероссийское наше. Ну, наш мордовский этап, скажем так. Угу. Могу даже стих прочитать, Да. если ты попросишь. Я очень прошу. С выражением. Да. Потому что я вошел в десятку, и нам всем дали дипломы. Десятку по Мордовии, да? Да. Круто. Наверное. Такое небольшое творческое отступление, в общем, для наших серьезных новостей сделаем. В Саранске жизнь неизменна, в нем ход времени не виден. На стенах домов лишь пена, для каждого дом обитель. В Саранске все так привычно, от рождения и до смерти. У горожан все отлично, им всю жизнь говорят «верьте». В Саранске много таксистов, не меньше, чем пассажиров. Вся жизнь здесь самоубийство для ждущих славы кретинов. В Саранске не так уж плохо, когда у тебя есть деньги. Тогда ты не ждешь подвоха от козней судьбы злодейки. А если денег и нету, то можно прожить и даром. Судьба твоя канет в лету, и скарб твой сожрет пожаром. В Саранске просто и ясно, есть Химаш, есть Юго-Запад. Каждого знает прекрасно, на каждого готов рапорт. Про Саранск много не скажешь, этот город понять трудно. Когда ты в нем проживаешь, главное лишь встретить утро. А днем ты ходишь с улыбкой, опять жмешь коллегам руки. Саранск станет дымки зыбкой, его заполняет слухи. Вечером солнце садится, Саранск в кровавом сиропе. Град основала лисица, жившая здесь на болоте. Она ничего не знала, лишь только лисят растила. А месяц смотрел устало, как город вставал из зыла. Саранск засыпает рано, сны его быстры и нервны. А город сыпется манна, ведь каждый здесь полон веры. Спасибо большое. Мария Валерьевна, в чем смысл жизни? Ладно, слишком простой вопрос. Без перехода, конечно. Поэтому посложнее вопрос сделаем. Первая новость у нас в том, что 20 февраля распоряжением правительства Российской Федерации Саранскому аэропортному комплексу был присвоен постоянный статус международного, и там поставили пункт пропуска через государственную границу. Как вы относитесь к нашему Саранскому аэропорту и как вы видите его будущее? Duty free будет сейчас, да? Не знаю. Что там можно будет духи без наценки купить? А вы пользовались им? Кто-то из вас? Да. А, нет, Я аэропортом... тоже один раз в жизни duty free пользовался. Duty free мы все пользовались. Нет, аэропортом к Саранским я, к сожалению, у меня оборвалась. Я хотела в этом году лететь оттуда в Крым. Но вот за неделю до того, как я должна была купить билет, разорились саратовские авиалинии. Хорошо, я не успела купить, потому что те, кто купил, у меня друг купил. Очень долго мыкался, по-моему, вернули 2/3, что ли, только стоило. А как вообще там обслуживание вам? Все хвалят, все нормально, их сделали прям к чемпионату, сделали очень хорошо. Виктор, а вы? Не был в аэропорту, к сожалению, после реконструкции. Не Но состоял. я рад, что он получил статус международного. Да, у нас сейчас большая проблема, что до Питера, может быть, мы начнем летать уже. Вроде обещали рейс, будет неплохо. Потому что в Питере много наших. А 4 февраля состоялось в Самаре совещание у министра спорта России, в котором участвовал председатель правительства Республики Мордовия Владимир Федорович Сушков, и там обсуждали будущее, дальнейшее функционирование стадионов, в том числе Мордовия-арена, тренировочных площадок, инфраструктуры, которую построили для чемпионата мира по футболу. И как вы считаете, нужно эффективно использовать ту атмосферу, которая у нас появилась в городе, та инфраструктура, тот стадион, чтобы это все не бездарно было потеряно? Вот.
Кто у нас банковские юристы? Кто у нас по деньгам? Не понял, какая связь, но что я могу сказать? Это, конечно, дорогое удовольствие содержать всю эту инфраструктуру. Даже не знаю, откуда мы возьмем деньги на это. Но это было изначально понятно, мне кажется, еще до постройки стадиона, что после окончания чемпионата мира возникнет огромная проблема с содержанием наследия. 300 миллионов в год стоит это удовольствие Да. содержать. Я не знаю, за чей счет, но думаю, за счет всех нас это будет происходить. Что я могу посоветовать? Искать деньги, наверное. А вот если бы вы были председателем правительства и использовали бюджет Мордовии, как вы считаете, вот настолько важен профессиональный спорт и вот вообще, ну, может, физкультура, поддержание таких объектов, чтобы тратить из нашего бюджета 300 миллионов в год. В 2024 мы будем из регионального бюджета тратить. Как вы считаете? А мы изначально планировали из регионального. Мне кажется, мы рассчитывали, наверное, на федеральную поддержку, на трансферты федеральные Да, изначально. но с 2024 будет ежегодно 300 миллионов за счет регионального. Когда строили, по-моему, была и у нас вообще ситуация другая немножко в стране. И, видимо, на тот период было просчитаны риски. Вот. В настоящий момент, конечно, достаточно тяжело. Куда-то заявились мы, по-моему, на какое-то сейчас еще на проведение чего-то, чтобы не какого-то международного соревнования касаемо футбола. Россия, Сан-Марино, чемпионат Европы по футболу будет, да. в Мордовии-Арена в июне. Вот, отлично, уже прибыль, уже какая-то самоокупаемость. И, по-моему, как базу для тренировки футболистов российских тоже нас хотели использовать. Вот, может быть, хотя бы частично это как-то покроет. Но вообще содержание объектов после любого масштабного мероприятия спортивного, это в любом случае всегда проблема. Она для любой страны проблема, и часть объектов просто перестают содержаться. Можно Китай посмотреть, на Бразилию посмотреть. Очень грустно, конечно, по-моему, даже в Великобритании у них не все функционирует. Ну, лондонский стадион, понятно, Эмбли, по-моему, да? А остальные не... То есть тоже какой-то нагрузка на бюджет. То есть у них не окупается, это такая общая проблема. Да. Виктор тоже, да? Ну, естественно, это надо без поддержки федерального центра, мне кажется, тут невозможно как-то выйти на самоокупаемость этого объекта. Поэтому, как обычно, будем идти с протянутой рукой, наверное. Ну, он же у нас как-то трансформируется, его, по-моему, можно частично разобрать. К тому же, я думаю, разобрали, что можно разобрать. Засадить картошку еще можно. Как его у нас называют, ролл. Я думаю, это не вариант. Как называют? Ролл Филадельфия, издалека. Да. Такой красивый, да. А это же Не он... слышал, кстати. Да, говоря. это у меня москвичи приехали, говорят, Ролл Филадельфия вас зовут. Я А говорю, внешний вид же взяли из южноафриканского, по-моему, какого-то стадиона. Где-то Это статья была. Возможно, тем не менее, он какой-то даже приз получил, я недавно читал. в Да, интернете. он очень стильный. Очень жалко. Следующая новость. Вот что я прошу вас проанализировать. Наша с вами инициативная группа еще осенью прошлого года обратилась к региональным властям с пожеланием установить в центре Саранска памятник жертвам политических репрессий. Кроме нас, в конце декабря и в начале января для участия во всероссийском конкурсе идей новых достопримечательностей культурных след от Мордовии было 2 заявки направлены. По одному памятник основоположнику книгоиздательства в Рузаевке «Огромная распахнутая книга», а другой проект – это проект «Сулгам. Древнемордовское нагрудное украшение красивое». И еще 10 февраля было обращение от такого движения «Свободный Идель Урал», возможно, запрещенного, о том, чтобы в Саранске установить памятник национальному герою Верзян и Ниазору Пургару. Как вы относитесь к тому, чтобы городское пространство предоставлять под установку памятников и арт-объектов? Положительно, если только это не... Ну, если они несут какую-то художественную хотя бы ценность, интерес. Я вообще за интересные, за арт-объекты, за инсталляции, вообще за временные. Ну, для жертв политических репрессий ясно, что мы говорим про памятник, про какое-то памятное место, а для Пургаза, ну, может быть, вот в Мордовской деревне у нас там много пространства, в принципе, почему бы и нет. Да, Виктор Борисович Махаев тоже говорил, что и существуют такие памятники, которые временные, и это принятая практика. Ну да, Сколько есть лет они? какие-то инсталляции. Вот в Перми у них была буква П, такая инсталляция очень интересная. Вот, там долго у них существовала, очень стильная такая была история. Думаю, что и нашим можно что-то. Букву С в лесу. Нет, я тоже за то, чтобы у нас было больше памятников, это привлекает туристов. Главное, чтобы они были
как говорится, адекватными месту и соответствовали, не знаю, культурному ландшафту. Ну, я только за памятники. Если они достойным людям и, не знаю, событиям установлены, почему нет? А вы не находились, кто-нибудь из вас, во времена землетрясения или в здании, которое разрушается? Нет. Нет, я тоже, Виктор тоже нет. Слава Богу, нет. Вот. Слава Богу. Следующая новость посвящена этому. В январе в селе Пушкино Кадошкинского района обрушилась стена местной администрации, там единственный медпункт, единственная библиотека, жильцы боятся туда теперь заходить. 8 февраля в Рузаевке здание общежития шандарахнулась крыша, отопительная система сломалась, пылился кипяток на жильцов верхних этажов, они выбежали в шоке, ошарашенные. На тирзаводе здания некоторые разрушаются, помоев от влажности, фундамент разрушается, трещины по подъезду. И на юго-западе, на улице Сиратской, все в январе-феврале тоже кирпичи падают около выхода из подъезда. Почему у нас здания разрушаются, как сделать так, чтобы не разрушались? Изменить структуру финансирования местного самоуправления, например. Что имеете в виду? Ну, потому что по структуре финансирования местного самоуправления у нас как происходит? На местное самоуправление скинута инфраструктура, больницы, муниципальные больницы, поликлиники, общежития, муниципальная собственность. Вот, и тут можно сколько угодно говорить про эффективность управления, но мы от общей пирамиды 100% налогов это бюджет Российской Федерации, 60% из них получает Москва, и значит, 60% от бюджета субъекта получает муниципальное образование все. Ну, представьте, сколько у нас и денежные средства реально рассчитываются прям вот от и до. В этом отношении, я честно скажу, Саранск, например, еще неплохо, мы, по крайней мере, видим, куда деньги идут, потому что я была во многих городах Поволжья. Действительно, совершенно непонятно, как город финансируется или, допустим, не финансируется, и какие бывают проблемы. Если, допустим, Самару брать, они как доноры выступают, ладно, у них свои проблемы, они хотя бы не на бюджете, не... А, допустим, Ульяновск, который вообще весь, у него тратится весь бюджет, ну, в смысле, у него весь бюджет привлеченный, очень печальное зрелище из себя представляет, с разбитыми, представлял, по крайней мере, с разбитыми дорогами, может быть, сейчас что-то поменялось, но они говорят, что вот с новым губернатором, может, что-то у них поменяется. Вот. Не все так было прям хорошо, Саранск после чемпионата еще как-то визуально и дворы, ну, по мере возможности чистится, все, таких уж серьезных нареканий нельзя, ну, нет, следят за этим, за городской инфраструктурой. Ну, тут много на что. А жильцам как быть, у которых вот так дома их разрушаются? А это вот, ну, как бы я знаю процедуру. Они, естественно, идут, должны вставать в очередь, должны писать обращение, должны передавать дом в аварийном состоянии и должны расселять муниципальную собственность. Ну, если это дома были в муниципалитете, то муниципальные собственники должны предоставлять жилье в соответствии с квадратами, вот, без ухудшения состояния, Другое дело, признали эти дома аварийными. Это же тоже особая процедура. То есть у них может хоть полстены обвалиться, это еще вопрос. Ну, что касается меня, то я думаю, конечно, это прежде всего проблемы нашего ЖКХ и контроля, мне кажется, за расходованием денег, которые платят жильцы этих домов, которые потом, деньги, я имею в виду, неизвестно куда пропадают, седают на счетах владельцев управляющих компаний. Насколько я понимаю, если ремонт не делается. Вот. Ну, в общем, это очень сложная проблема. Мне кажется, просто нужно наводить порядок в этом вопросе. И тогда почему-то, как во всем мире, нет такой проблемы, знаешь. Обваливаются потолки, рушатся стены. Дома, где живут люди. И платят, и платят при этом, да, хорошие деньги. Виктор Владимирович, а вы бы что, жильцам, у которых вот около балкона кирпичи рушатся или стены все в квартирах, трещинах от сырости, вы им что посоветовали? Как себя вести, чтобы спасать свою квартиру? В рамках закона. Конечно. Обращаться. Конечно. Компетентные органы. Стихи писать, во-первых, возмущенные. Можно тоже как вариант, но я думаю, да. А лучше еще? Обращаться в соответствующие органы, прокуратуру, жилищную инспекцию, кто там у нас еще это контролирует, Министерство жилищного хозяйства, обращаться в суды. Фотографировать, да, эти? Ну, есть соответствующие процедуры. Ага. Ну и, не знаю, как в нашей стране принято звонить Путину. А если они боятся, что если они пожалуются на то, что у них рушится стена, их уволят с работы, есть такой риск? Такой? Нет. Ну, я... Нет.
Если у них, если они работают Да. в управляющей компании, возможно, потому что я не думаю, что так все совсем Нет. ужасно. Ну, Нет. либо тебе жить негде, либо работать негде. Вот что из этого выберешь? А если они не хотят жаловаться на свои стены, потому что думают, что это они льют на мельницу американской гегемонии, которая хочет дискредитировать власть республики? Понял, что я спросил? Ты очень глубоко. Да, мне кажется, эти жильцы Берёшь. так не задумываются. Ладно, Пусть след- они так не думают. Да, они так и не думают. Ну, просто представьте, я просто знаю, что такое собрать вот эту кипу этих документов. Это, конечно, тяжелая история. Это действительно, это прям борьба. Это борьба, которая требует объединения всех жильцов. Это, вот я искренне сочувствую этим людям. Много Следующий. времени и усилий. Да, и упорство. Да, и мы их уважаем, те, кто это, спасают свой дом. Значит, следующая тема, которую попрошу вас прокомментировать, это проблема взаимного неисполнения договоренностей, потому что с одной стороны есть неплательщики за услуги ЖКХ, а с другой стороны есть те коммунальные службы или управляющие компании, которые завышают цены необоснованно, и их качество работы неэффективное. Допустим, повод такой новостной, в том, что 11 февраля прошло совещание в администрации Саранской, там главы районов Саранска говорили, как они борются с этими неплательщиками, они выселяют, подают исковые заявления, отключают электричество. Вот компания «Энергосбыт Плюс» говорит, что мы теперь это вентили ставим, чтобы горячая вода не поступала. Это как с ним борется? А с другой стороны, вот что есть. Плановые отключения электричества и воды, там, на воды, пошли воды, значит, воду, когда отключают, слишком долго, несравнимо с западными странами. Из-за угарного газа. В прошлом году один человек в Мордовии умер. В этом году уже 4 человека из-за угарного газа умерли. Потом, Владимир, все вместе у тебя. И угарный газ, и отключение воды. Подожди. что некачественно что они, комментируешь? медленно они. Некачественно. А управляющая компания Юго-Западная вообще деньги, долг увеличился там, на 60 миллионов за 5 лет. А у меня в доме управляющая компания обанкротилась посредине сезона. Вот. И мы эти деньги до сих пор, по-моему, ищем. Ну как Вот решать ровно проблему? тоже простой С говорю. одной стороны, Да, неплательщики есть, а с другой стороны, вот такие есть управляющие компании и коммунальщики. Как быть-то? Ну как, неплательщики, по идее, это проблема управляющих компаний. И администрации, допустим, да, если они как, работают, выступают в связке, потому что это проблема публичной власти. Или не власти, или кто-то оказывает услуги. У нас, в принципе, в жилищном кодексе достаточно полномочий для того, чтобы можно было не исполнять, не в одностороннем порядке, а прекратить исполнение договора на оказание коммунальных услуг. Вот. Тут сложнее всего в этой ситуации соседям, потому что очень часто там отключение стояка, отключение каких-то одних влечет отключение вообще всего стояка. То есть вот такие какие-то моменты чисто технические. Вот, поэтому я считаю, что перекладывать, как все пытаются переложить, что не платят, часть дома не платит, и переложить на добросовестных плательщиков, это совершенно не справедливо. Ну, второй, глава ФАСТ у нас сказал, что тарифы на ЖКХ завышены в 2 раза. Да? Вот это, конечно, новость бомба была, но как-то тихо она прошла, вот она побомбила ее 2 дня. 2 дня, да. И все. И тихо забыли это. Ну вот я, собственно, про это и говорил, тоже перед этим отвечая на вопрос. В первую очередь, на мой взгляд, это вот вопрос именно отсутствия надлежащего контроля в этой области. Хотя постоянно об этом говорится с высоких наших кабинетов, постов, что вот нужно навести контроль. Почему-то никак не могут навести контроль. Деньги как уходили, так и уходят ни с куда. Люди платят. Насколько я знаю, по статистике, больше 90% у нас добросовестных плательщиков. Деньги. Мне кажется, это не какой-то бином Ньютона узнать, куда уходят деньги, посадить людей. Тем не менее, нужны посадки. Я, конечно, против репрессий и так далее, но в данном случае, мне кажется, точные какие-то меры нужно принимать. Потому что как у нас происходит? Образуется управляющая компания, накапливают долги перед поставщиками, успешно банкротится. Те же люди организуют другую управляющую компанию с разницей в одной букву в названии. Расчетный счет. Опять накапливают долги, опять банкротится. В итоге, то есть, ничего не делается для жильцов практически. Почему-то только образуются огромные долги, и никто ни за что не отвечает. Не знаю, может быть, мне просто уже наболело это как-то, но
Ну, у нас и сами жильцы, у нас ведь не каждый дом достаточно активный. Это вообще вот позиция такая собственной ответственности. Я потому что, я в разных домах жила. Вот я в своем на 60 квартир собирала не в этом, а в предыдущем моем доме, в котором я жила. Я на 60 квартир мы пытались собрать все время собрание собственников. У нас раз выходило 10, раз 15, раз 7. То есть мы пытались решить вопрос об установке шлагбаума. Да, представляете, значит, треть квартир просто не проживали, там тоже были огромные, у них были огромные долги у этих квартир, хотя они принадлежали, там прям пофамильно был, дом такой непростой тоже был, и там прям вот пофамильно люди могут заплатить, вполне себе. Но тем не менее, вот такое халатное отношение. Но это вопрос вообще, конечно, к управляющим компаниям тоже. Они содержат штат юристов, штат персонала, Ну да, то есть сейчас с точки зрения закона они очень защищены. Да. Они могут без проблем взыскивать, обращать взыскание Да, по всем долгам, конечно. если захотят этого сделать. Но опять же, им же проще собрать деньги и исчезнуть, как говорится, в известном направлении. Да. Следующая новость в том, что у нас меняется облик города. Помимо того, что 2 детских садика достраивают в этом году, 2 школы, и еще 6 новых детских садов начинают строиться, и поликлиники, больницы начинают строиться в этом году. И еще жилые комплексы возводятся, продолжают, и в этом году будут продолжать возводиться. Как вы относитесь к тому, что изменяется город наш, видимо, и вообще план застройки Саранска? Оцените, пожалуйста, который происходит на ваших глазах. Минута молчания. Я вспоминаю, что я должна оценить. Район юбилейный около стадиона. Вообще в целом новостройки, внешний вид их. Нет, мне нравится очень, как Саранск меняется. В последнее время внешне, по крайней мере, очень красивые районы были построены от чемпионата мира. И вообще последние года. То есть я могу только положительно, но и просто я не знаю, будет ли востребовано все это жилье. Насколько я знаю, сейчас многие квартиры пустуют. Да, у них до сих пор идет какой-то процесс. И то есть Саранск не такой большой город, мне кажется, чтобы переварить, уже цены на жилье упали. Не знаю, что будет происходить, но внешне все прекрасно, хорошо. А в целом качество нового жилья внутри, планировка и так далее, как вам? Планировки хорошие. Я давно не покупал квартиру, поэтому не могу, наверное, оценить плюсы планировок, но... То есть мне взять интервью у богатых людей, правильно? Наверное. Ну почему богатых? Кто брал ипотеки, знает, что у людей, у многих есть замечания к качеству. Планировка сейчас современных квартир вроде бы более-менее Качество в чем их не нормально. устраивает в новых домах? Ну, строительных работ, я так понимаю. Потому что стены рушатся часто на кухне. обращаются в суд, насколько я знаю, взыскивается Ну, недоделка, я говорю, стены не рушатся, всякое. застройщиков, сроки переносятся. Вот. Но это, мне кажется, обычный процесс рабочий, в конце концов. Так что нет таких глобальных проблем. А вам, Мария Валерьевна, внешний вид новостроек, жилых в том числе, как? Ну, я более консервативна была, я бы такой яркой не делала, у нас прям буйство красок, немножко более... Вам цветастость это, кажется, избыточный такой, да, не соответствующий? Немного, да, но с другой стороны у нас все время все серо, а тут такие цветные дома. Мне главное, чтобы эти материалы, они имели смысл, потому что не всегда просто отделка определенным материалом, она имеет смысл. Она может удорожать производство, само строительство, но она может никак не влиять на качество. Но опять-таки это вопрос к тем, кто строит, и тем, кто покупает. Это вопрос к людям. У нас много просто разного вида жилья, можно выбрать себе, пожалуйста, хочешь бери с отделкой, хочешь бери без отделки. По судам можете прогуляться на сайте, посмотреть, сколько у нас судов, с какими компаниями. Все сейчас открыто, все данные открыты. По поводу претензий на качество, да? Да, по поводу претензий на качество, по срокам, по порядку сдачи, там много разных вариантов. В следующем блоке новостей я попрошу вас поддержать на взлете самозарождающееся движение в Мордовии по поиску без вести пропавших людей. 3 февраля прошлого года в Мордовии было презентовано региональное отделение отряда Лиза Алерт, которое с 2010 года ищет без вести пропавших людей. 40 тысяч поисков они организовали, 14 тысяч найденных людей в Мордовии. Лидером, инициатором этого движения является Наталья Клюткина, теперь по мужу Романчева. У нее в 2015 году пропал брат, и Александр Толоконцев, и спустя 2 года безуспешных поисков она начала посвящать день его рождения, организовала группу ВКонтакте, потом организовала движение, уже 20 человек ей помогают. И для примера 6 февраля
67-летняя жительница Саранска Мария Александровна Адушкина пропала, ушла и потерялась. 14 февраля вышел из дома и пропал 59-летний житель Саранска Григорий Васильевич Карпунов. Вообще на сайте Следственного комитета это объединяется информация, 40 человек сейчас пропали, около 40 пропали без вести. Насколько это важно, как вы считаете, поддержите, пожалуйста, это движение. А каким образом нам сказать, что это очень важно, поддержать или прям вступить? Нет, на словах, насколько это они благородна, вот их деятельность, что они посвящают свое время тому, что ищут пропавших людей. Волонтерство вообще очень благородная история. Конечно, потому что силами правоохранительных органов просто все это не получится. Действительно, к сожалению, не получается сделать, даже несмотря на все имеющиеся в их распоряжении государственные ресурсы, потому что это нужен человеческий ресурс, расклеить объявления, расклеить портреты, везде их разместить, мониторить социальные сети. И они как общество, то есть у них сейчас что, страницы в социальных сетях, как они вообще, как они представлены вовне, и в онлайн, и в офлайн? Год назад им дали кабинет в молодежном центре, и с ними сотрудничают и МЧС, и другие организации. То есть вот им организованно... Кто-то попадает и к ним направляют. Ну, понятно, что полиция принимает денежные средства и направляют к ним. Вообще, как этот механизм? Наверное, соцсети отслеживают. И, возможно, МЧС, Следственный комитет тоже им сообщает. Потому что вначале-то в любом случае они идут, заявляют о том, что человек пропал. Правильно, да. После заявления, скорее всего. В том числе они, да? Да, вот Лизалет после того начинает, когда видит, что подали заявление о пропаже, чтобы не искать там для личных целей каких-то людей, пропавших там алименщиков там, или каких-то неплательщиков по бизнесу, чтобы их организацию не использовали в этих целях. Все правильно, конечно. Ну, и либо просто не использовали по каким-то слишком тревожные родственники. Да. Это можно только приветствовать и одобрять, потому что, к сожалению, у нас в стране многие функции государственные исполняются не на должном уровне, и поэтому когда подключается гражданское общество, это очень важно. Когда это делается на волонтерской основе, безвозмездно. Можно только поклониться, как говорится, таким людям. К сожалению, вот у меня часто не хватает времени. Я не знаю, как люди другие находят на это все время. Ну, я могу только пожать руку, как говорится, поблагодарить их. Донаты. Можешь скидывать деньги. Нет, ну серьезно, там иногда даже по 100 рублей, по 300 рублей. Это важно. Ну да. То есть чашку кофе не купите лишний раз, а просто киньте деньги какой-то организации и поверьте, они найдут. Да, надо пытаться помогать по мере возможности. Да. Следующая тема. Вы не помните, чем вы занимались утром 6 февраля? Ну, отдельно, естественно. Место встречи изменить нельзя. Нет, к сожалению. Виктор Владимирович тоже вы не 6 февраля этого года? Этого года, да. Видимо, как в анекдоте, видимо, сидела и смотрела на часы. Где вы были в ночь 31 на 12? Не, ну 6 утра. Но спали. Это я точно не вспомню. Это был какой день-то вообще? Не знаю точно. Ну 6 утра, наверное, спала, я вот пытаюсь... Я тоже думаю. Нет, ну не спала уже с ребенком-то особо. Так, это был февраль 6, это была среда. Ну, перед работой, значит, я. Перед работой. Да. Спала, я надеюсь. Значит, в 6 утра 6 февраля в квартире 15 членов протестантской религиозной организации «Свидетели Иеговы Саранск» в Саранске Рамаданово пришли с обысками ФСБ, МВД. Мы сейчас для судебного протокола говоримся, что мы признаем решение Верховного суда 2017 года, что эта организация признана экстремистской, ее деятельность на территории запрещена. 3 людей из 15 членов сидят сейчас под арестом, их обвиняют в руководстве мордовским отделением запрещенной организации. С 1872 года эта организация существует, 8 миллионов на планете, 170 тысяч в нашей стране. Как вы относитесь к тому, чтобы в обществе была веротерпимость и существовали все возможные конфессии, которые не призывают к насилию, которые безопасны, но у кого есть свое мировоззрение, они вот в своем мирке живут. Как вы считаете, насколько важно вот веротерпимость прививать в обществе? Организация экстремистской признана. Какая веротерпимость? Я не согласен, что это обосновано. Я признаю это решение, но я в нем сомневаюсь, в его конституционности. Но это будет процесс идти. Я думаю, в ближайшие лет 20
это решение отменят. Это моя точка зрения. Не бывает так, ну смотри, вот одна, значит, не бывает так, свобода вероисповедания и свобода вероисповедания, ну, такая, допустим, неограниченная или ограниченная вот, какими-то действительно вооруженными конфликтными группами, которые, вот вооруженная группа, она признается экстремистской, если ты без оружия, ты можешь проповедовать все, что угодно. Вот. И это же от общих свобод в обществе. То есть, ну, чем более свободно само общество, тем больше веротерпимость, тем для любой социальной группы, маленькой, любой абсолютно, социальной группы больше гарантий осуществления собственных прав. То есть любая маленькая социальная группа, начиная с человека и заканчивая социальной группой, они защищены больше, чем более общество унитарно, выровненное, тем меньше свободы, иначе общество выровненное не будет. А вот вас самих как не смущает, что может существовать и на улице ходить и проповедовать представители самых разных конфессий, даже которые вас, может быть, раздражают или вызывают непонимание? Вы как к этому относитесь? Мало что раздражает, я очень в этом отношении человек какой. Я всем рада, и в чемпионат мира, когда был, вообще очень рада была, что все страны в гости к нам. Единственное, что, конечно, это влечет за собой кучу разных других вариантов проблем, для многих они кажутся очень существенными. Это плата за свободу. То есть, если у тебя бомжи ночуют на улицах постоянно, ну, не бомжи, бездомные. Болельщики. Нет, ну бездомные, я сейчас имею в виду именно бездомных, да, ну или болельщики. Понятно, что это бытовые ограничения какие-то, там, культурные, это несет определенные. Вот. Но, с другой стороны, это степень свободы. Тут выбираем либо туда, либо сюда. Научный подход сейчас прозвучал, да. А иначе просто, нет другого пути. Мы либо... Ну я не знаю, как. Так, конечно. Третий никто не придумал. Но какой? Так серьезно я, конечно, не скажу, могу только свое личное мнение выразить. Ну, мы вытерпим ваше мнение. Да. По поводу вот именно и свидетелей Иеговы, я не в курсе подробностей их религии, почему их признали экстремистами. Но знаю только отдельные моменты, то, что вот там они, допустим, против переливания крови, что я считаю негативным моментом. Ну, кто-то может считать, что в проруби, в крещении купаться это опасно Нет, для сердечно-сосудистой другой системы. вопрос. Это Или вопрос здоровья касается. из одной чаши пить нескольким людям – это тоже нарушение гигиены. Или, допустим, когда некоторые священники говорят, что больных детей, усыновленных, больных какими-то тяжелыми заболеваниями, они пытаются вылечить молитвы, из-за чего дети умирают. Мы же не запрещаем целиком всю конфессию. Это уголовное преступление, кстати. Это да, это именно что, когда они не давали лечить своих детей, ну и смерть из-за запрета на переливание тоже уголовное. Мне кажется, это нельзя запрещать всю конфессию, я считаю. Нет, может быть, ее не надо запрещать и всех рядовых членов как бы сажать вот за это. Ну, как-то ее ограничить ее деятельность, может быть, надо не в рамках уголовного законодательства, возможно. Но, я говорю, это такой вопрос очень серьезный, тут его... Нет, а за купание в проруби нужно ограничивать деятельность в ледяной воде? Предмет. Или за обрезание? Можно ли? Для свидетелей Иеговы идет история про то, что они имеют возможность... За купание в проруби нельзя. Да, я согласен. Потому что... Почему нельзя? Ну, потому что это не вредно, это даже вредно. полезно для здоровья. Есть случаи, когда из-за резкого шока люди с сердечно-сосудистой системой слабые умирают от этого. Ну, может потому быть. что это в холодную воду окунись, если у тебя там сосуды насильно слабые. никого не заставляет окунаться. И свидетели Иеговы насильно, там добровольно люди приходят, их там не приковывают наручниками. Секты вообще-то. Ну, секты это... Хотя у нас там 200 определений. Нет, ты не понял. То есть я за свободу вообще вероисповедания, в принципе. А я понял, я просто помогаю. В каждом конкретном случае надо разбираться отдельно. Может быть, то есть нельзя людям указывать, там, во что верить. Есть просто понятие такое деструктивные культы, да, которые негативно действуют на человеческое сознание. И, может быть, даже на здоровье его. Поэтому... Ну, просто, как тут надо искать другие методы воздействия, мне кажется. Просто тупо взять и всех посадить, это негуманный абсолютно подход, несовременный. Только отрицательно сказывается на имидже и страны, и всего нашего общества. Еще раз я говорю, что мы втроем все признаем решение Верховного суда и признаем эту организацию экстремистской и запрещенной. Не согласна, это может быть. А ты решение смотрел? Нет. Ну, посмотри, там же в решении указано, на основании чего. Это не имеет никакого отношения
вот так, к здоровью, к переливанию, там про другое совершенно. Там, наверное, запрещено общаться с представителями других Да, организаций, Да. запрещено читать Я чужую просто, литературу. Да, я не в курсе подробностей. Они считают свою конфессию самой лучшей, вот это тоже превосходство, Вот наверное. там Какие-то как вот раз эти. про их трактовку Библии. Там идет история в решении, в чем признается экстремизм, исходя из их трактовки Библии. Мне нужно освежить, я смотрела год назад. Ну, то есть, Ну, наши телевизоры. Вопрос, Да. конечно, Это нужно смотреть из-за чего и что послужило основанием, потому что вот так вот тоже говорить. Ну и плюс, как бы подспудно, считается, что финансирование из-за рубежа и проведение идей, противоречащих национальному духу. У нас тоже вот нефтяная промышленность России, она финансируется из-за рубежа. В основном нашу нефть и газ покупают в Европе. То есть это, и мы, вся страна, живем за счет этого иностранного финансирования. Это не значит, что нас надо всех запретить, как российский народ. Сказал я так вот пафосно. Нет, а кто финансирует? То, что они нефть покупают, ты имеешь в виду? Или что? Но они же Что ты имеешь в виду покупают под этим? Российский бюджет получает финансирование из-за рубежа. Ну, за счет налогов. Из враждебных этих стран капиталистических. Нет, это за счет продажи. И от налогов, и от пошлин таможенных. Ты утрируешь. Это наши партнеры. В данном случае это наши партнеры, я так скажу. Потому что деньги, Наивно. как говорится, ну ладно, не будем. Не учитываешь вот эту опасность вражеского окружения международного. Следующая новость похожая. Называется «Политическая толерантность». В феврале прошло очень много политических мероприятий у нас в Саранске, в Мордовии. Родительское всероссийское сопротивление, Мордовское отделение КПРФ, Комсомол Мордовии. Главный у нас сопротивлянт, отдельный привет нашему КПРФ, конечно. Да. А еще есть запрещенное движение «Открытая Россия», нежелательно Михаила Борисовича Ходорковского, организация, которая тоже регионально провела мероприятие. Вот у меня, конечно, вот к этому термину нежелательной организации, как у ученого и практикующего юриста, очень много вопросов. Очень много. Что вы имеете в виду? Все, от формулировки, что такое нежелательная организация, потому что более оценочного понятия в нашем кодексе, наверное, нет. Нет, и второе же оценочное у нас это пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Тоже потрясающее определение. Это я к тому, что 50 оттенков серого прекрасно прокатилось, тоже весьма нетрадиционные сексуальные отношения показывают. Ну, может, это уже норма. Становится интереснее. Я от жизни осталась просто. Может быть, они уже традиционные у нас. И господина Панина тоже по всем центральным каналам у нас показали в его... Да, кумир наш на телевидении. Да, Ну, еще скажу, что у памятника воинам-интернационалистам, ветераны войны в Афганистане и ЛДПР, и всем по Мордовии. В общем, много разных политических организаций. Вот, Виктор Владимирович, а вы как считаете, насколько важно, чтобы у нас были разные политические взгляды, имели возможность представлять свои идеи на площадях и улицах, чтобы мы могли выбирать между ними? Ну, это очень важно. Я всегда был за демократию. Не знаю. Мы за все хорошее. Был членом Яблока и остаюсь, надеюсь. Вот. Ну, я то есть, себя позиционирую как социал-демократ, наверное, вот, что в нашей политическом спектре очень, скажем так, непопулярно. Поэтому я всегда за то, чтобы все имели право точки зрения, но за исключением уже каких-то конкретных, там, не знаю, фашистских крайних взглядов. Вот. Поэтому я рад, когда у нас, к сожалению, об этом не говорят по государственным СМИ, вот об всех этих акциях. Потому что вот, я даже от тебя сейчас услышал о том, что у нас, кажется, такая активность происходит. Ну, если там случайно на улице не увидишь кого-то, вот. В одном месте Вы слишком много работаете, надо гулять по площадям. Ну, Я возможно, их да. тоже не вижу, может, они просто такие многочисленные туда с группой коммунистов. Лишь бы это не проводилось, да, для галочки, для отчетности какой-то. Мария Валерьевна, вы тоже считаете, что это пусть расцветают все цветы Я политические? вообще, я левее всех левых. Со мной очень сложно, я просто другого пути не вижу. Либо мы идем в сторону... Коммунизма? Свобода? Нет. Чего? Нет, к коммунизму никто не дошел. Дошли либо к тоталитаризму. Мгм. Ну, китайцы шли к коммунизму, а пришли в капитализм, Да, получается. они извилистым путем просто. Они пришли к государственному такому капитализму очень интересному. Вот. Значит, либо мы идем к тому, что мы ходим строим, и вот что там, Венесуэла, Северная Корея, либо мы идем в демократическую страну. Я просто реально ни одного третьего пути не знаю, все приводят в пример Китай. В принципе, наверное, да, но Китай сейчас, ну, я читаю экспертов по Китаю, институт, ну, центр Карнеги пишет, и
Еще пишут институты, ВШЭ пишут. Вот. Опять-таки, я не популярные, видимо, вещи читаю. Нет, популярные ВШЭ вообще государственные заказывают исследования. Вот, они говорят, что у китайской, я вообще не специалист в экономике, вообще никак. Вот, честно скажу. Ну, что говорят специалисты, что у китайской экономики сейчас назревают системные вот такие проблемы, которые не решатся, если они не демократизируются. То есть все равно все приходят к тому, потому что законы рынка, за которые люди получают Нобелевские премии, они существуют как законы распространения энергии, материи и Вселенной. Ну никуда от них не уйти, но почему все время мы ищем какой-то третий путь-то? Ну нет его. И на последнюю тему, минуту каждому на ответ. В последней теме мы всегда берем для Мордовии хороший пример из других стран. В этот раз я обратил внимание на то, что и в феврале, и до сих пор сейчас в марте продолжается конкуренция на выборах Украины, и мы до последнего дня не знаем, кто победит на этих выборах. Наибольшие шансы Зеленский, Тимошенко, Порошенко и другие кандидаты, которые претендуют. Как вы считаете, не нужно ли нам на уровне Мордовии, на уровне выборов губернатора Мордовии, парламента Мордовии, тоже нашему обществу стремиться, чтобы была конкуренция, равные отношения разных партий и кандидатов, чтобы мы не знали до последнего дня, кто победит, и была интрига. Насколько это для нас важно? Так, да мне ответить. Естественно, ты, наверное, не ждаешь другого ответа, что я отвечу, что я за конкуренцию. А вдруг? Тоже против. Просто, чтобы это было на практике, нужно столько всего изменить в России, не знаю, и конкретно в Мордовии, что не знаю, когда это произойдет. Я только за конкуренцию, потому что только конкуренция может, как было недавно правильно сказано, приводить к развитию общества реальному, которое необходимо. Мы должны быть конкурентоспособными, говоря словами нашего президента. Вот. Поэтому, продолжая мысль нашего президента, у нас должна быть конкуренция в стране, демократические выборы, как это записано в нашей Конституции, в стране, в Мордовии. А как это сделать, зависит только от всех нас, от жителей России, конкретно Мордовии. Вот что еще скажет? Президент позвонил, но ответьте начали. В бюллетене у тебя много фамилий? Много. Есть конкуренция, все. Ты же не одного человека выбираешь. Выбирай, кому хочешь. Но интриги нет. Мы уверены, кто победит. Вот с Грудининым какая была интрига? Нет, Сбрейтус или не сбреет? Целая интрига была. Это согласен, это убедили, но... Собчак была какая интрига? Больше процента, меньше процента? Тоже прекрасно. Кстати, вот единственное заявила. Конечно, очень спорная вся ситуация, но как женщина-кандидат все-таки заявила, и что попыталась как-то внести. Да, молодец, хотя ее, конечно, все обругали со всех сторон. Ну. А это к тому, как у нас ведутся политические дискуссии. Когда у нас женщина один раз в году женщина, 8 марта, а во всех остальных ситуациях серьезный соперник, которого можно... Мужчины лучше всего объединяются против женщины. Всегда. Виктор. Является ли это интригой, я не знаю. Когда ты видишь оппозиционных политиков только раз в 4 года, там, или когда там происходят выборы по телевизору, а в остальное время их просто не видно на федеральном. Вы не митинги, Виктор, не видите, не мы ничего не видим. Где вы по телевизору. Работает человек. Они не берут кредиты в вашем банке. Да. Поэтому, вопрос, конечно, двоякий, скажем так. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что в нашей программе «Мордовский блок новостей. Новости жизни Мордовии» за февраль 2019 года комментировала что? А запиши про Саранск. У меня прям как официальное обращение. По поводу дорог, по поводу ремонта дорог. Ну так нет, вот наша прям самая близкая новость. Бог с ним, кого там на Украине изберут. У них все прекрасно. Да, полминутки, пожалуйста. Скажите. На полминутки. В каком состоянии у нас дороги в Саранске? На дороге снег сошел, асфальт сошел. Это прям... Каждый год. Ну, так, не отвлекай. Планировалось, что хотя бы не сойдет в этом году, но все-таки сошло, так это ладно. Ямы на дорогах умудрились закидать. Я не поняла, что это. Вообще должен быть щебень. Вот, но щебня вида вот кирпича я не встречала. Может быть, я просто плохо вижу из окна машины. Может быть, это такой щебень. Вот. По цвету не похоже. Не по цвету. Машину, короче, поцарапал, да? Суть в том,
том, что когда мы едем и попадаем на эту вот щебенку, над тем, что закидали в яму, это представляет реальную опасность и для участников автодорожного движения, и для пешеходов. Улицы узкие, из-под колес вылетает это все. Дорожные службы непонятно, что сделали в этот раз. Мария Валерьевна Пальчикова, Виктор Владимирович Тетерин, спасибо большое. А мы сейчас Спасибо. по времени вышли.